однажды принесла мне подборку своих подстрочников Сандра Мишарина. Вот. И я сидел, выбирал, выбрал и перевел, по-моему, 3 стихотворения, коротеньких совершенно. 3 стихотворения перевел. И когда я ей показал эти переводы, она прочитала и сказала: ты, говорит, проник в мою душу. Но остальные вот из этой подборки я перевести просто не смог, потому что не смог проникнуть в ее душу. А вот когда я встретился со стихами Владимира Тимина, я вдруг понял, что это вот то, что мое. Вот как-то вот совпали мы с ним. И вот начал я переводить его стихи. Многие стихи Владимир Васильевич читал вот только в моем переводе, одинокоме. Вот. Потому что ему понравились переводы своих стихов. А одно стихотворение, бывший зампред горисполкома Сыктывкара Чуткин, даже музыку на него написал и сам исполнил. Вот где-то в музее здесь есть запись вот этой песни. Вот. Эта песня называется «Эту женщину Бог предназначил не мне». Слова Владимира Тимина в переводе Александра Суворова. Вот. Прекрасная песня, кстати говоря, получилась. Вот. А вообще говоря, действительно должно что-то совпасть в душе с автором. Мы с Владимиром Васильевичем очень много ведь общались, очень много разговаривали, спорили даже. Очень во многом мы с ним совпадали. И поэтому переводы получились удачные. Я 37 стихотворений его перевел. Вот. А потом я еще, вот в последнее время особенно, полюбил переводить прозу. Вот. И вот когда-то давно, еще когда работал в газете «Красное знамя», я перевел рассказы Александра Размыслова. Был такой писатель, он даже не член Союза писателей был. И опубликовал его рассказы в газете «Красное знамя». Вот. Он был мне так благодарен и говорил, что в принципе эти рассказы только русские. Вот. Потом я перевел еще несколько прозаических произведений Виктора Напалкова, повести его переводил. Они так и не остались неопубликованными. А вот рассказ «Над обрывом плакала гармонь» Елены Васильевны Козловой, он в моем переводе обошел очень много журналов и разных сайтов почти по всей России. А с Мишариным вот мы весь 20-й год, когда свирепствовал коронавирус, сидели в разных концах города, связывались через интернет и переводили его роман «Коса на камень». Этот роман получил, уже когда вышла книга, он получил 2 премии. Премию имени Куратова государственную и премию «Лучшая книга года». А вот этот перевод взяли в журнал «Роман Газет». Будет там печатать.